Прошу всех встать. Прошу садиться. Заседание Конституционного суда объявляется открытым. Заседание будет проводиться на официальном языке в связи с ходатайством обращающейся стороны Джолдошева Руслана Кенешевича и ввиду отсутствия возражения постоянного представителя Джолдошева Кенешева в Конституционном суде Сранова Самата Хаштабековича. На заседании Конституционного суда рассматривается дело по обращению Джолдошева Руслана Кенешевича о проверке конституционности статьи 442 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Заседание Конституционного суда проводится в составе председательствующего Сканбаева, судей Айдарбековой, Бубукеевой, Дюшеева, Джолдошевой, Касымалиева, Кадырбаева, Шашиналиева, пресс-секретаря судебного заседания Мамутала Казым Камила. Камила, доложите о присутствии вызванных участников. На сегодняшнем судебном заседании присутствуют с обращающейся стороны Джолдошев Руслан Кенешевич. Со стороны ответчика постоянный представитель Джорху Кенеша Кыргызской Республики в Конституционном суде Кыргызской Республики Гысранов Самат Кыштабекович. Третьи лица. Постоянный представитель президента и Кабинета министров Кыргызской Республики в Конституционном суде Кыргызской Республики Молдобаев Алмазбек Тавалдыевич. Представитель Верховного суда Кыргызской Республики Сапьянова Маргарита Насаркановна. Представитель Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики Улухбекова Айзат Улухбековна. Представитель Министерства юстиции Кыргызской Республики Джакымбаев Аязбек Долусбекович. Представитель Министерства внутренних дел Кыргызской Республики Аскаров Ильгиз Камилджанович. Представители Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Ашималиев Улухбек Тургангазиевич и Туменбаев Медер Русланович. Других вызванных участников судебного заседания не было. Прошу ознакомиться с документами, удостоверяющими личность. Джолдошев Руслан Кенешевич, пройдите, пожалуйста, к трибуне, представьте информацию о себе, фамилию, имя, отчество, дату, место рождения, место жительства, место работы. Я Джолдошев Руслан Кенешевич, 6 ноября 1961 года рождения. Проживаю в городе Бишкек, являюсь адвокатом коллегии Первомайского района города Бишкек. Угу. Место жительства сказали, да? Угу. Нет вопросов по документу? Угу. Присаживайтесь. Сранов Самат Кыштабекович, пожалуйста, представьте информацию о себе. Сранов Самат Кыштабекович, 5 мая 1987 года рождения. Проживаю по адресу город Бишкек. Место работы постоянный представитель Джорджа Кенеша в Конституционном суде Кыргызской Республики. Присаживайтесь. Молдобаев Алмазбек Тавалдыевич, представьте информацию о себе. Здравствуйте. Молдобаев Алмазбек Тавалдыевич, 9 февраля 1973 года рождения. Родился в городе Бишкек. Проживаю улица, работаю постоянным представителем президента и Кабинета министров в Конституционном суде Кыргызской Республики. Угу. Присаживайтесь. Сапьянова Маргарита Насаркановна. Я Сапьянова Маргарита Насаркановна, 70-го года рождения, уроженка Чуйского района, проживаю в городе Бишкек, работаю заведующим отделом в аппарате Верховного суда и представляю Верховный суд на основании доверенности. Присаживайтесь. Улухбекова Айзат Улухбековна. Улухбекова Айзат Улухбековна, 22 июня 1979 года рождения, представляю Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики в должности старшего прокурора уголовного судопроизводства. Проживаете? Место жительства. Место жительства. Место жительства город Бишкек. Угу. Присаживайтесь. Джархымбаев Аязбек Долусбекович, пожалуйста, представьте информацию о себе.
Яркмбаев Аязбек Долузбекович, 28 января 1977 года рождения. Проживаю директором Института нормотворчества и верховенства права при Министерстве юстиции Кыргызской Республики. Присаживайтесь. Аскаров Илгиз Камильджанович. Аскаров Ильгиз Камильджанович, 23 мая 1989 года рождения, проживаю в городе Бишкек. Моя должность следователя Следственной службы МВД Кыргызской Республики, представляю интересы Министерства внутренних дел. Мгм. Ашималиев Улугбек Тургангазыевич. Я Ашмалиев Лукбек Тургангазиевич, 5 марта 1993 года рождения, проживаю по адресу город Бишкек, представитель ГКНБ. Мгм. Присаживайтесь. Туменбаев Медер Русланович. Тумбаев Медер Русланович, 19 октября 1995 года рождения, проживаю по адресу город Бишкек. Занимаю должность старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГКНБ Кыргызской Республики. Мгм. Присаживайтесь. Уважаемые судьи, есть вопросы по представленным документам, удостоверяющим личность? Нет. Джолдушев Руслан Кенешевич, Сранов Самат Кыштубекович, встаньте, пожалуйста. Вам будут разъяснены ваши права и обязанности. В соответствии со статьей 34 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики вы имеете право ознакомиться с материалами дела, производить из них выписки, снимать копии, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе процесса вопросам, выступать с заключительной речью. Также имеете право заявлять ходатайство, давать устные и письменные объяснения судьям, высказывать свое мнение по заявленным ходатайствам. Обращающаяся сторона имеет право изменить основание или предмет требований, увеличить или уменьшить их объем, отказаться от требований. Сторона-ответчик вправе признать их полностью или частично, либо возражать против них. Каждая сторона вправе представлять доказательства и доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основании своих требований и возражений. Вы обязаны добросовестно пользоваться своими правами. Сообщение суду заведомо ложных сведений расценивается как неуважение к Конституционному суду и влечет ответственность по закону. Также в соответствии со статьей 39 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики вы вправе заявить отвод судье или судье. Руслан Кенешевич, вам ясны ваши права и обязанности? Пожалуйста, включите микрофон и отвечайте. Ведется стенограмма? Да. Имейте в виду. Имеется ли у вас заявление об отводе судьи или судей? Нет. У вас есть дополнительные ходатайства? Нет. Присаживайтесь. Самат Кыштубекович, права и обязанности. Да, ясно. Имеется ли у вас заявление об отводе судьи или судей? Не имеется. У вас есть дополнительные